Приветствую. Да подожди, не орите. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Здравствуйте. Гарри Поттер, привет. Вы не первый, кто так говорите, уже человек на 10-й мне так говорит. Ну, я знал, что я не буду оригинальным, потому что твои очки, они однозначно тянут на это. Ну что, как у вас там на России? Ну, Давайте, Ну, молодежь, рассказывайте, как конкретно, жить собираетесь? конкретно студенту живется так себе на самом деле. Ну, студенту всегда так себе жилось на Ну, не знаю, России. я сравниваю себя, допустим, с теми же американскими студентами, я понимаю, что я живу ужасно. Ну, с американскими, да, с этим не поспоришь. Ну, а так, где учитесь? Мы на программиста учимся, на программиста. Ну, хорошая профессия, нужная. А где, в каком городе? В Москве. Ну, чего, как у вас? Вербует вас ГРУ, там, ФСБ, программисты им сейчас нужны? Нет, я более чем уверен, что Россия лет через 15 развалится. Не будет такой страны, как Россия, будет округ какой-нибудь, а остальные земли, там, может, Сибирь китайцам отдадим, значит. Я правда в этом уверен. Нет у нас будущего в России. Надо бежать отсюда, пока многие... Но ты говоришь на английском, немецком, каком-нибудь иностранном языке? Я нет, к сожалению, не владею, но я стремлюсь к этому. Да-да, надо учить. Тем более, если я стану хорошим программистом, я буду востребован на рынке, как минимум. Здесь она, по-моему, в Германии самая высокооплачиваемая работа вот из таких, это программисты. Очень нужны, именно квалифицированные такие программисты. Я думаю, за этой профессией, по крайней мере, ближайшие там десятилетия, просто будущее за ней. Потому что интернет будет только-только размножаться, развиваться, преувеличиваться. Ну и, соответственно, и размножаться тоже. А у нас интернет же перекрыть хотят. Слышали эту историю? Да, конечно. А зачем он вам? У вас и так хорошо. У вас своя скрепа есть. Да, ужас творится. Ну а что, почему будущего нет? Конкретно в России почему будущего нет? Да. Ну как может быть будущее в России, когда преподаватель получает 15 тысяч рублей зарплату, хирург 40 тысяч рублей? По сути, хирург спасает жизни, учитель это просветитель. Эти люди еле-еле выживают на свою зарплату. У нас происходит бешеная утечка мозгов. Те, кто маленько поумнее что-то в этой жизни понимают, они уезжают. То есть адекватные люди уезжают, и они не задумываются об этом. Угу. Вот. И Россия, не знаю, с своим характером. А с чем это связано? Почему уезжают? Только лишь из-за того, что зарплаты маленькие? Перспектив нету, все отворачиваются. Тем более, мне кажется, скоро занавес будет бешеный. Типа, все перекроют, и мы уже не выйдем из этой страны. Застрянем здесь окончательно. Ну а как, если там, ну у вас по Конституции, вы демократия, вы, молодой человек, носитель власти. Почему бы не воспользоваться своим правом и не реализовать его? Я в политологии не силен, но... Это не политология. Хорошо, в какой книге права говорится о том, что президент может призываться на срок, там, вроде один раз, да, насколько я понимаю? 2 раза по 4 года раньше было, теперь 2 раза по 6 лет. Подряд. Самый там такой нюанс есть. 2 раза по 4 года, раньше еще и при Ельцине, когда только она принималась. Она очень, кстати, хорошая конституция. Российская конституция такая неплохая, демократическая. Ну, как и при Сталине была, тоже хорошая, самая такая прочеловечная конституция была при Сталине. Но мы помним, чем это все закончилось. А так, по 4 года на 2 срока избирался президент. И потом там была такая в конце приписка: подряд, 2 срока подряд. Что значит, можно сделать такую рокировочку со своим каким-нибудь там марионеточным премьером, и потом опять сесть в кресло. Вот так вот, в принципе. Как с Медведевым было, да? Ну да, это... И когда Медведева 2 срока отсидел, Путин, 2 по 4, 8 лет, потом поставил на свое место
этого Медведева, и Медведев не для себя, уже он-то на 4 срока идет, уже для следующего президента, все знают, кто будет следующим после Медведева, изменил Конституцию и указали не 4 года, а 6 лет. Короче, по 2 года он еще спер. Ну, добавил, до того держится за эту власть, что вот там урвать, тут, вот до смерти просто дожить, дотянуть бы, потому что если только отпустят рычаги, ну, это Гаагский трибунал однозначно. Ну, или в Москве будете его судить, потому что там преступлений очень много. Ну, это ладно. А как вы считаете, вы не способны что-либо изменить, да? У вас ведь как бы пока еще какие-то надежды, может, остаются, что-то, может, все-таки можно сделать? Это же ваша страна. Вы русские? Митинг был за свободный интернет. Да, я видел. Здесь 15 тысяч, говорят, народу вышло. Да, я сходил на него, но я не верю, что что-то изменится. Не верю, потому что русский народ, не знаю, терпит, сидит, что-то, ничего не хотят делать. А вы русские? Я нет. Ну, друзья мои русские, я нет. Я азербайджанец. Понятно. Ну, а друзья думают, русские так же, как вы? Ну, вы россиянин, да? Ну да, я родился в Сибири, вырос тоже там. Вот. А друзья у меня, ну, таких они, взглядов странных, конечно. Один вообще считает, что Крым российский. Мы с ним долго спорили на эту тему. Он до сих пор так считает, но я пытался убедить. Крым украинский. Не надо мне. Сам иди. Мы долго спорили. Ну, такие. Ребята хорошие, просто подвержены пропаганде. Пропаганде, да. Они не понимают. Я не силен в политике, но что-то понимаю. Мне кажется, что сильная пропаганда в стране идет. Если даже молодые ребята так сильно путаются, то пропаганда мощнейшая. Даже Геббельс бы нам позавидовал, мне кажется. Ну, у Геббельса таких ресурсов, возможностей просто не было. Да. Он там пару роликов снимет, там и на радио вещает, а тут и телевидение, и интернет, и возможности там разных там монтировать все там. Они там правду ровно наоборот показывают. Ну да. Надо уезжать тогда. Что азербайджанцу впрягаться за Россию, гибнуть на баррикадах? Не стоит. Пускай русские сами разгребают. В 99 году, когда Путин приходил к власти, русские, раскрыв рот, у них алкоголик был Ельцин, и не пьющий, ну как бы не пьющий Путин уже на этом фоне был для такой страны, которая себя называет великой. Это уже было достижение, что там хотя бы не пьяные. Путин же, мне кажется, все-таки много сделал в 2000-х годах. Да, в 1999 году, если вы помните, в Буйнакске, 2 в Москве и 1 в Волгодонске, 4 дома взорвал. Да-да-да, он очень много сделал. 307 русских, россиян погибло тогда. Очень много женщин и детей. А потом развязал войну против Ичкерии и убил за 2 войны 300 тысяч граждан Ичкерии, среди которых 42 тысячи детей. Потом был Беслан, более 334 человека погибло, 186 детей. Потом был Норд-Ост, потом еще куча терактов. И закручивали у вас гайки там, на России. Как бы взрывают чеченские террористы, но почему-то гайки закручивают для россиян. Ну, как бы, в итоге вы пришли к тому, чему пришли. Я так понимаю, вы чеченец, да? Да, я чеченец. Но я с такой яростью про это рассказываете. Прям, нет, почему с яростью? Просто сознанием дела. В глазах видно эмоции, знаете. Да, я прищуриваюсь от света вообще-то. Глаза не видно. Ну, я просто знаю, о чем говорю. Просто я все эти годы, эти 25 лет, с начала Первой российско-чеченской войны, нахожусь в процессе всех этих событий. Жил в Москве, кстати. Последние 18 лет я прожил в Москве. И, ну, как любой чеченец, меня это коснулось, как любого чеченца. Ну, Чечня, да, я тоже согласен с тем, что это узурпированная земля, война за независимость. Конечно. Оно разве нужно было России? Зачем? Чтобы что? Я не понимаю. Ну, там много, во-первых, причин. Во-первых, надо исходить из того, что тот, кто сейчас находится у власти, это всего лишь кучка людей. И они играют на чувствах вот этих миллионов.
А эти миллионы, они имперцы, по сути. Они великие, он лежит там в своей луже под забором. Все равно он великий русский, которым владеет самой большой страной в мире. И вот на этих имперских чувствах надо вот этой кучке играть. И когда ты им не можешь дать денег, высококвалифицированную там работу, образование, благосостояние, тебе же воровать самому надо, да, ты же как бы для этого к этой власти пришел, то ты им даешь вот эти мнимые, такие фантомные ихние, ну, вот эти чувства, когда они считают, что они великие. Вот такую Чечню, они всем миром, все 100 миллионов набросились, и там 20 лет ее гасили, 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 гасили. И посчитали себя великими. Потом забрали Крым у братьев практически, у которых они братьями клялись. Это ладно, чеченцы, мусульмане, там, чурки, кавказцы. Но это же родные братья. Украинцы помогали России в войне, в том числе. Ну, не все, конечно. Но некоторые сочувствовали нам, но помогали. И взяли подло вот так со спины. Ну, и это тоже схавали. Главное по телевизору преподнести. Великий Путин технически переиграл. Вы поверили своему брату, человек, который называется, вот вы мне поверьте, я приду в вашу комнату сейчас в общежитие, я скажу, чеченцы, азербайджанцы, братья, ты мой брат, ты меня запустишь, накормишь, а я тебе нож в спину. Потом скажу, ну как я, классно, да? Ну как получилось? Без единого удара в ответ я его раз и заколол. Вот такая вот сущность. Вот для этого и делалось. Чечня это отвлекалась. Ельцин начинал войну также, когда развалился совок, РСФСР был преемницей Советского Союза. И все, что было накоплено за 75 лет 3 поколениями людей, надо было приватизировать. И для того, чтобы это приватизировать, раздавались ваучеры. Тебя, наверное, тогда еще не было. 2000 год рождения. Да, ну, ты как раз со времени Путина только живешь на это. Да я И, другого президента и не видел, в принципе. да, и надо было приватизировать, и разделив всю собственность на всех, российскую, каждому дали ваучеры, такие были в 91 году, в 92-м, по-моему, и по 10 тысяч там на них было написано. И вот а людям не объяснили, что надо делать. А вот кто был в курсе, кто владел инсайдерской информацией, какие там фабрики, заводы ликвидны, надо было людям год объяснять. И потом вот эта вся собственность посчиталась на все 100 там сколько-то миллионов людей, разделили эти ваучеры и раздали всем эти ваучеры. Люди не знали, что с ними делать. Кто там более смышленый там где-то выяснял что-то, а в основном в деревнях простые люди, они много чего не знали. На бутылку водки меняли эти ваучеры. Набрали эти ваучеры и покупали «Газпромы», алюминиевые заводы, нефтяные компании. И вот так появились олигархи, которые были в теме. Чеченцы в этом не участвуют. В 1991 году мы вышли из Советского Союза, и ни в какой приватизации, хотя мы также трудились на эту страну, и нам тоже доля полагается. Но мы не участвовали, открестились от них. Слава Богу, думаем, хоть заживем как-нибудь сами. И когда уже... потом произошла очень сильная инфляция, гиперинфляция, галопирующая инфляция, там нули деноминация, потом изменения, нули убирали, там уже миллионы пошли. Это делалось для того, чтобы за бесценок приобрести эти заводы. Не было никакого признака для такой инфляции. Делалось для того, чтобы цены рухнули, и ты вот за этот свой миллион мог там приобрести завод. Ну вот махинации проводились. Чубайс, Гайдар, это все люди, Гайдар умер, все эти люди вот миллионеры, миллиардеры и остались у власти. И потом народ смотрит, вот нифига у нас нет, ничего у нас нет. А что делать? Помнишь, как Иван Васильевич меняет профессию? Так, давай там на Казань, да, или куда там, давай. Народ бунтует, голодает. Ну, им дали такую фетиш такой имперский. Ну, иди туда. И вот они пошли. Мы им наваляли. Через 2 года они ушли.
хотя более 120-130 тысяч человек убили в Первую российско-чеченскую войну. Вывели войска. Ельцин уже был на крючке у КГБ. Он и так был их человеком, он полностью был под контролем. И ему пришлось отдать власть КГБшникам полностью уже. И вот этот КГБшник оказался, много там кругов было вокруг него, там все практически завербованные еще с советских времен КГБшники. Ну вот передал Путину, так сложилось, не знаю по какой причине, но так сложилось, что именно оказался этот человек Путин и его вот эта свора. А что еще делать? Ну опять война, взорвать 3 дома, 4 дома, в Рязани поймали их. Чтобы скинуть на как будто исламистов, да, которые... Для этого это делалось? Нет, исламистов как таковых, да, были исламисты, у нас появились после Первой войны исламисты, радикалы, при помощи того же ФСБ, между прочим, они очень сильно способствовали этому. В Дагестане установили 2 села, в нем установили, это Россия, Дагестан, мы Ичкерия, это Россия. И там в 2 селах, Чабан-Махи и Карамахи, установили шариат. И Россия их не трогала. На своей территории, у них 2 села шариатских, там всех ментов они прогнали и жили по своим законам шариата. Приезжал тогда директор ФСБ Степашин и сказал: мы вас не тронем, у нас здесь свобода вероисповедания, молитесь как хотите. Ну, людям дали добро практически. Ну и свою агентуру еще туда засылают. И это, такое религиозное, шариатское 2 села были, Чабан-Махи и Карамахи. У этих людей, у дагестанцев, был договор с Басаевым, что в случае чего Басаев им поможет, а в случае чего они помогут Басаеву. Не с чеченским государством, с гражданином Басаевым. На тот период он был уже рядовым человеком, он хотя занимал премьерский пост у нас в Чечне, но потом он ушел и был рядовым человеком. И они начали зачищать потом подготовились как следует, и войска стянули и начали бомбить эти 2 села, своих. И тогда был такой Багаудин, дагестанец, он жил у нас в Чечне. Он сказал: все, я возвращаюсь в Дагестан, ушел в Дагестан, и их там начали прессовать, там боевые действия начались, и они попросили помощи у Басаева. Сказали: у нас женщины и дети, просто нам нужен коридор. Мы понимаем, что вы другое государство, вы не можете воевать, потому что это провокация будет с вашей стороны. Просим вас оказать нам помощь. Басаев позвал добровольцев, как сейчас русские добровольцы воюют в Украине, это не является казусом белли, поводом к войне. Если рядовой человек, вот вы можете поехать как россиянин воевать в любую страну, в вашей стране, там, России, никто не будет объявлять войну, потому что вы вольный человек. Возможно, вы преступник, если воюете за деньги, вы наемник. Если вы воюете бесплатно, вы доброволец, и даже с вашего государства, у вашего государства к вам не должно быть претензий. Не говоря уже к вашему государству, того государства, против которого вы воюете. Так вот, поехали добровольцы, пошли чеченские добровольцы, они как такое даже там не воевали, зашли, сделали вид, что они пытаются атаковать Дагестан, русские драпанули, там все побросали, драпанули, чуть-чуть боестолкновения были, и через, по-моему, 10 дней или 14 дней эти добровольцы вернулись обратно. Как только эти добровольцы пересекли чеченскую границу и ушли в Дагестан, на российскую территорию, наш президент Масхадов заявил: эти люди не имеют к государству никакого отношения, мы как государство официально не поддерживаем их, и мы знаем, что это провокация. Короче, официально сделал заявление. И вот тут казуса белли не получилось, как такового. И тогда был задействован план «Б». Для мирового сообщества нужно... У нас межгосударственный договор был между Россией и Ичкерией. В 1997 году его подписал Ельцин и Масхадов. Договор о мире и взаимоотношениях. И пришлось прибегнуть к плану «Б» и взорвать один дом Буйнакский, 52-я или 152-я мотострелковая дивизия, семьи проживали в этом доме, как бы связать этот взрыв в Дагестане с чеченскими боевиками. Потом
в Дагестане взрывают, для русских как-то не особо, там чурки друг друга убивают, ну и слава богу. Надо взорвать в Москве. 2 в Москве взорвали. На Каширке и на Гурьянова. Потом 1 дом взорвали в Волгодонске. И на 5-м доме, при попытке взрыва 5-го дома, были задержаны 2 сотрудника ФСБ. Как выяснилось, потом они оказались 2 сотрудниками ФСБ. И вот с тех пор эта история вошла, этот случай вошел в историю как учение, рязанские учения и рязанский сахар. Потому что Гексоген Патрушев, директор ФСБ, сказал, что это были учения, и что это был не гексоген, а сахар. Все. Но уже никто не обращал внимания, уже все, чеченцев надо, потому что весь, вас тогда еще, вы только, наверное, родились. Я тогда жил в Москве в 99 году. Я сам верил тогда, что это был Басаев, пока не задержали этих ФСБшников. И на НТВ, на Гусинский такой был олигарх, его канал НТВ, его был раньше канал. Потом у него забрали этот канал. Вышла передача, полное расследование от того, что я вам рассказываю. Как завозили, со свидетелями этого дома в Рязани, как задерживали ФСБшников. Ну, расклад был полный. И русские это схавали, просто проглотили. И пошли убивать не в Кремль, кого надо, там задерживать, сажать, там наказывать, а того, кого безопасно. Это были чеченские женщины и дети. И вот эта вся армада, вся злость была направлена на Чечню, и нас убивали, устроили такой страшный геноцид, который вот в новейшей истории никто не видел. И мы сейчас занимаемся, мы подали в Европейский суд, Международный уголовный суд в Гааге, в Нидерландах. Я юрист, у нас есть еще люди, которые этим давно занимаются. И сейчас бьемся. У нас огромные материалы на всех, на военное, политическое руководство России. Очень большой объем работы проделан. Ну, вот такого вот плана я вам сообщаю. Интересно, интересно. Да, интересоваться этим вопросом. Ну, я вам практически стопроцентную истину, я вам, которая у нас в уголовном деле имеется, в Международном уголовном суде, я вам рассказал. Я блогер, у меня есть канал в Ютубе. Если вы хотите, я замажу ваше лицо, вы, в принципе, плохого ничего не сказали. Я это подробно рассказываю не только вам, я это рассказываю своим зрителям, молодым чеченцам в первую очередь, которые выросли на пропаганде, вот ваши ровесники, которые многого не знают. И вот поэтому я каждый раз это все рассказываю, общаюсь. Обычно я ватниками общаюсь, но вот вы не ватник. Ватников еще. Не, я их провоцирую на агрессию, смех ради, говорю, Крым украинский. Вот, и смотрю на их реакцию. А как канал называется? Реалити. Реальность. И когда видео выйдет, когда я на себя посмотрю? Ну вот сегодня у меня еще будет очень важное такое общение с одним правозащитником. Ну, я, наверное, через пару дней смонтирую. Надо еще. Подписчиков, да, у вас? Сколько? 10. Ну, около 11, да. Но я месяц только. Я начинающий блогер. Да, я первое мое видео вышло 3 февраля. Чуть больше месяца. Вот. Ну ладно, приятно было с вами поговорить. Взаимно. Как вас зовут? Замазывать надо вас или не надо? Не надо, ничего страшного. Джабраил меня зовут. Все, очень приятно. Меня Аслан Джабраил. Все, пока. Русский? Нет. Привет. Нет. Привет. А кто ты? А кто ты? Я Ашот, а ты? Я Аслан. Аслан? Ага. Yes. Ну давай, Аслан. Чё? Рассказывай. Что именно рассказать, Ашот? Как живешь? Как дела? Отлично все. Слава Богу. Как у тебя? Слава Богу. А что не слава Аллаху, если ты Аслан? Аслан это вообще мусульманское имя? Это тюркское имя. Ну, если ты не знаешь, Ашот, я тебе открою... Я вообще не знаю ничего. Я тебе открою тайну. Аллах Давай. с арабского переводится как Бог.
Да. И арабы, христиане, так же, как и арабы-мусульмане и другие мусульмане, говорят Аллах Акбар, Бог велик, инша Аллах, там, дай Бог. Это чисто на арабском только. Так что, Да. видишь, сегодня, Аллах, бисмилля и рахим, да, правильно говорят. сегодня Я понял. я для Да. тебя чуть-чуть новое что-то открыл. А ты где? Наверное. В Сачах? Да, нет. А где? Бери выше. Выше? В Да. горы? Да. Да. А куда? Какие у нас самые высокие горы в России? Ну, самые высокие горы в Европе это Эльбрус, самая высокая вершина. Юрал Маунти. Не, Урал. Не, я на Урале. ну это не самый. Да. Но Урал, знаешь А что, самые Европа. древние, самые хорошие горы. Вот там и живут. Ну, Баран пасу. понятно. Пасу баран. Бараны только разные бывают там. Ваня, Вася, Степа, блядь. Вот таких баран пасу. А почему так? Ну потому что. Да, русские все бараны. Почему ты так? Русские разные. Да, я знаю, разные. А Ну, почему-то все бараны. ну, я бы не сказал, что русские все бараны. Баран это ты имеешь в виду тупой? М? Ну, вы же армяне очень дружите с русскими, вы За всегда... 100 рублей готовы Вы же, маму родную продать. но вы же, вы же армяне всегда Да, союзники России. да. Были. Вы их использовали, Когда-то. да? Когда-то. Почему мы использовали? Ну, я ж не совсем армян. А кто ты? Ну, у меня папа азербайджан, мама армян. Чё? Так, я не понял у тебя. Так ты азербайджанец, получается? А почему тогда армянином представляешься? А какая разница, меня что там назвали? Знаешь, я армянин. Ну, в душе ты кто? По-армянски говоришь? Нет, А по-азербайджански? азербайджанский не говорю. Нет, Ну, значит, ты русский. да? Ну, значит, буду русский. А жена Какая? русская? Нет жены. Жена татарка была. М, Развелись. С русскими как бы не получилось вообще. Почему? Так получилось. А у вас как? Так получилось, что не получилось. Так получилось, что не получилось, А у да? меня все хорошо. Ну, рассказывайте, о чем тут общаетесь? За А, вы... политику? Нет, я за политику не общаюсь. Зачем мне за политику общаться? Западло это. Зачем? Там пусть люди решают наверху, там, что как. А вы как считаете? Так нельзя, что ли? Нет, конечно. Если ты не интересуешься политикой, рано или поздно политика интересуется тобой. А вы в какой стране живете? Я вот как бы не вижу у меня там. В Германии. Вы в Германии живете? Хорошо. А вы интересуетесь политикой Германии? Политикой Германии нет. Я больше политикой России интересуюсь. А вам зачем? Ну, это меня Ну вы же, коснулось. Я тоже не вы же, интересовался, пока меня не вы же, коснулось. а вас что, как бы выгнали? Нет, почему выгнали? Сам уехал. Ну, сам это сам. Вас никто не трогал, никто не выгонял. Вы сами взяли, собрались, уехали. Живете хорошо, я думаю. А политика Германии. Вы не интересуетесь, страна, где вы живете? А вы Путиным довольны? Конечно. А что, хороший человек. Что значит хороший? А он плохой разве? Ну, Он очень хороший. ну, на мой взгляд, да, но хороший человек это не профессия, правильно? А у него профессия президент. А как президент он вас удовлетворяет? Он все делает для страны. Да ну, а почему и все его друзья тогда миллиардеры, и он сам миллиардер? Ну, друзья, это и есть страна. Вы что, не понимаете? Что-то у него... Если я стану другом, я тоже буду миллиардером. Я когда-нибудь хочу попытаться стать другом Путина. Вы не понимаете? Да. Хочу. Да, интересно, интересно. Ну а как? Вы-то как сами думаете? Ну, я думаю, он военный преступник, вор, коррупционер, массовый убийца. Вот что я о нем думаю. Террорист. Да? Да. Ну,
Давайте, если серьезно, я сейчас маску сниму этого, блядь, уебана, блядь, Ашота. Я совсем не Ашот, конечно. С вами в чем-то согласен, что-то не согласен. А ну кто вы Что тогда, вы раз не говорите? Ашот? А вы без, как бы вам без разницы. Я могу быть назваться Вовой, Васей, там, не знаю, Петей, Иваном, блядь. Как вам интереснее? Да, мне без Как разницы, называть? согласен. Ну, Не, ну хорошо, только давайте без мата общаться. Это как-то давайте. не идет Да, мужчинам, да, я согласен с вами. да и женщинам тоже. Ну вы русский, да? Ну, я не русский, если честно. Ну, по мне не видно. Ну, русские разные бывают. Но русский, вот. Русский это же не национальность, Опять это же, состояние души. да, русское состояние души, вот мы как-то спорили с товарищем, вот сидели, вот если что там случится со страной, с Россией, куда деться русскому человеку? Как бы башкиры будут в Башкирии, татары в Татарстане, якуты в Якутии там, и так далее и тому подобное. А русские-то где будут? Кому они Ну как, нужны? Московия, Московия, Вологда, Урал, Московия Дальний это мордва. Восток. В Москве всю жизнь мордва жила, грубо говоря, занимала это место. Ну, русские это есть Мордва, Чудь, кто там еще? Да пускай, вот если ты чисто русский, а куда ты пойдешь? Чисто Вот русский? Нет чисто Татарстан, русских. нет, Татарстан тебя не примут, Башкортостан тебя не примут, никуда тебя не примут. Ты вообще, ты кто? Ты вообще, ты как еврей без родины будешь, блядь, пока тебя не Почему же? У Опять, евреев есть извините. родина. Уже стало Израиль. Конечно, да. Ну, это сделали. Ну, вот так искусственно создадут какую-нибудь ерунду для русских, там, не знаю, там, на Тасмании, блядь. О, извините, я уже привычкой общаюсь с такими людьми, со всякими. Все, я бывший военный, поэтому такая ерунда. Ну, И мне просто редко в чат рулетке попадаются нормальные люди. да мне тоже, если честно. Ну вот и все. Ну и куда русский человек пойдет? Вот чисто вот типа вот, ну такой чисто русский, чисто патриархальный, чисто туда-сюда. В Сибирь там нет ему места. В европейскую часть страны нет его места. Там украинцы заняли, там еще чего-нибудь. Почему же? Белорусы. Украинцы живут в Украине, белорусы в Беларуси. Да, а русские куда? Русские живут в Москве, живут В Москве живут в русские? Вологде Вы живут, в давно Нижнем. смотрели новости даже наши? Ну, я в Москве 18 лет прожил последние. Я понял вас. И я Но там русские люди живут. Там сами москвичи вешаются, вот нормальные москвичи вешаются, говорят, что А что вешаются-то? фиг знает, кто там живет у нас уже. Ну, Мы уже, это грубо же говоря, столица. центр Москвы. Вы знаете, как Центр столица Москвы. переводится, да? 100 лиц. 100 лиц – это столица. А Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. Соответственно, ничего удивительного. Тут Гамбург, который не является Германией, которая не является империей. Здесь тоже живут очень много людей. Столицу сейчас заселяют быдловатый народ. Вот быдло. Натуральное быдло. У которого есть деньги, бабки, все, быдло живет и хорошо. Ну, так всегда было. Те москвичи. Даже в Питер сейчас превратили в помойку, вот если честно. Что вы имеете в виду помойку? Помойка это то, что, грубо говоря, там дали людям деньги с северов, грубо говоря. Вы идите, заселяйте вот Питер. Норильск, Надым и так далее. Дали людям деньги на хаты, на квартиры. Они туда переехали. Простые работяги. Что с них хотят получить? Ну, вы какими-то шовинистическими, ксенофобскими вещами говорите. Я, может быть, говорю так, ну, может быть, неправильно говорю. Но на самом деле, вот сейчас Питер, вот вы питерцев, вы знакомы с питерцами? Я учился в Петербурге, конечно. Но вы спросите, кто сейчас там живет? Кто сейчас там правит бал, так сказать? Ну, там русские правят балом. Да, русские. Какие? Русские, они разные. Просто мы сейчас о таких вещах говорим, которые там, если переходить на генетику, это очень сложно доказать, кто русский, а кто армянин среди них, кто не там чеченец, кто еврей там. Нет, не надо доказывать. Ну, просто люди недалекие, как скажем. Они просто приехали, потому что, грубо говоря... Вы меня извините, Вася, да, можно я вас Васей буду называть? Раз да, вы меня извините, Вася, но называть там по каким-то национальным, разделять людей по национальным признакам, это, мне кажется, недалекость в первую очередь.
Может быть и так. Да. Я не говорю ни про русских, ни еще про кого-то там. Они все разные. Я просто говорю, что Питер сейчас заселяют люди с северов, которым дали денег, чтобы они покупали там квартиры. Вот есть Замкаде, где покупают квартиры там не москвичи, Я почему-то которые работают никогда в не Москве. слышал, чтобы кто-то давал денег, чтобы специально покупали квартиры. Заработал, поехал в столицу или в тот же там Питер, большой город, вложил денег, все дорожает, там недвижимость, ну, по крайней мере, до определенного времени дорожала. И люди свои деньги вкладывают и хотят там учиться, ну, чтобы их дети там жили и получали какое-то более-менее достойное, хотя все относительно, конечно, ну, да, лучшее образование, чем в Надыме, допустим, или Ну, медицину пускай. иметь. Ну, пускай. И это нормально. Да, нормально, вы считаете? Миграция Почему, внутри почему страны. именно Питер? Вот почему вот в Питере вот квартира стоит дешевле, чем в Екатеринбурге? Вы не считали это, не рассматривали? Ну, я не знаю, если Екатери- честно, сколько Вот стоит. я смотрел цену на недвижимость. В Питере стоит, допустим, дешевле, чем в Екатеринбурге квартира. Почему? Ну, вы в Екатеринбурге живете? Я живу в Тагиле. Ну, Да, я на Урале в ну, Тагиле я не живу. знаю. Ну, может, потому что, например, в Питере строят много. Да? Вы Да. так думаете? Когда есть... А вы не считаете, что это специально? Что примерно стоит квартира на 1 000 000 рублей дешевле, чем в Нет, я не Екатеринбурге. считаю. Хотя, грубо говоря, для северянина лучше приехать в Екатеринбург, там такие же там институты, университеты, УПИ, все. А почему именно, грубо говоря, вот делают, чтобы Питер заселяли, ну, я извиняюсь дико, вас ухо потревожу таким словом, как маргинал. Маргиналы. Зачем заселяют Питер маргиналами? Вдруг. Да какая Вот, разница, кто где заселяется? Нет. Почему не трогают Урал? В Питере, Почему по-моему, трогают? 4 миллиона человек населения. Сколько надо Что? заселить туда людей, чтобы этот народ перестал там иметь ту черту, которую он имел, ну, А на они уже не протяжении. имеют ничего. Вы не видите вот это победобесие, там, не знаю, там, за блокаду там что-то там возникает, там, Но это же люди, которые там вообще даже рядом не было. И мне, все мне молчат и очень говорят, тяжело. да, есть. Мне, Почему так? мне очень тяжело. Ну, про победобесие, причем здесь люди, которые... Почему именно вот засирают, вот, извините за выражение, засирают именно. Москву засирают и Питер засирают. Вот сейчас вот на самом деле. А потом пойдут, возьмут за другие города. Вот как бы Урал пока не трогают. Почему не трогают? Тоже объясню. У нас здесь люди очень разные живут. И чурки, и не чурки, и русские, и не русские, и поляки, и там узбеки, украинцы, там вообще от таких до сяких лет, ну вообще с Советского Союза. У нас ссыльных очень много. У нас целые города ссыльные, как бы немцев там, еще чего-то. Это Краснотуринск, Красноуфимск, это немцы, вообще, которых состали в войну, блядь. Опять извиняюсь за выражение. У нас Урал это такая еще ерунда. Вот, допустим, север это, знаете, людей там посылали. Не посылали, они сами ехали за длинным рублем, там еще что-то, оставались жить. Потом из этого быдла там ковалось еще чего-то. Вот извините, конечно, я называю быдлом, потому что я знаю этих людей. Что они на самом деле не быдло. Сначала деньги зарабатывали, потом, а что мне ехать в Екатеринбург, покупать квартиру на 1 000 000 дороже, когда я могу купить в Санкт-Петербурге вроде как. Вам за Петербург обидно, да? Вообще обидно, вообще честно обидно. Боже мой, что же делать-то? Ну и как вы видите решение этой проблемы? Я никак не вижу решения. Я вижу, что... Может тогда смириться просто. Раз Путин все хорошо делает, то, наверное, и это он знает, что он делает. Ну, вам виднее из Германии. Нет, ну вы же только что говорили, что Путин вас устраивает. Я просто как бы это... В чат рулетки вот этой долбаной. Я сливаю душу, может быть. Я ничего не могу сказать. Да, может быть так. Да, может быть, мне выйти надо сейчас. Проораться туда-сюда сказать. И толку. Ну, прорусь, я скажу. Ну, вы же военный, вы можете применить другие методы, кроме ора. Какие? Кроме ора. Завтра не проснусь. Как Паша. Паша это кто? Паша Мерседес. Ну, погуглите, кто такой. Ваш министр нападения? Да. Ну, прикиньте, вот так получилось. Раз, и
что-то помер. Да на нем столько грешков было, что не жалко. Да, это понятно, Ну, никому не жалко, но в том-то и дело. Я не то, что этого боюсь, мне как бы... Не, ну вы как специалист военный А можете зачем? подготовить молодежь, организоваться, коктейли Молотова, Куда? покрышки, Под покрышки. В кого? Москву, в Под, Москву. Ну, свергнуть власть. под У кого вас будет молодежь? очень хороший лозунг, между прочим, не заселять маргиналами Петербург. Я думаю, вас вся Россия поддержит вот этим Да? лозунгом. Да Конечно. не Это говорите. самая острая проблема на сегодняшний день в России. Я думаю, у вас все получится.